Когда у нас только появилась идея автопрофанов, мы для себя установили одно простое правило. Для начала мы должны были закончить со всеми бюджетниками и только потом переходить на премиум-класс. Правила сделаны для того, чтобы их нарушать, но мы надеемся, что никто этого не заметит. Тем более машина, которую мы будем тестировать, практически ничем не отличается от этой. Ну, почти ничем. Это передача «Автопрофаны». С вами Ибрагим Астамиров и Адлан Гайтукаев. Сегодня говорим про Ford Explorer. Итак, сегодня у нас на тесте автомобиль под названием Ford Explorer. Легендарный автомобиль, который сначала покорил американских фермеров, потом граждан посолиднее, ну а потом весь мир, как мне кажется. Ну, почти. Да. Весь мир. Ну, раз сюда добрался, единственный вопрос, почему автомобиль с такой красивой и удачной внешностью не стал таким попсовым, как остальные. Да, об этом мы поговорим чуть позже, а пока скажем, что это пятая реинкарнация Ford Explorer. Машина появилась в 2011 году, где-то в месяце июня. Она получила новую оптику, как мы уже говорили, более европейскую внешность, но автомобиль сам по себе не для Европы. Он просто там не поместится из-за того, что размеры, ну, несмотря на всю там внешнюю красоту, внутренние изменения, Она не для по размерам европейцев. он не изменился, потому что в узеньких европейских улочках он просто не развернется. Ну вот для России и США этот автомобиль как раз. Вообще, те люди, которые создавали машину, они сохранили все концептуальные особенности Ford Explorer. Есть несколько изменений. Убрали раму, теперь несущим стал кузов. И благодаря многорычажной подвеске машина стала лучше управляться. Они применили более легкие материалы, допустим, вот этот капот из алюминия, и благодаря этому машина стала на 45 килограммов легче. Раньше, судя по всему, он был чугунный. Судя по всему, да. И здесь еще поработали инженеры, которые предложили нам новые современные бензиновые двигатели, которые намного экономичнее предыдущих ядерных агрегатов, так сказать. Сейчас, кстати, поговорим про двигатель. Если говорить о двигателях, то здесь, по-моему, в современном мире немного странное решение. На выбор предлагается не 18, как обычно, двигателей, а всего лишь 2. И начну с наименее мощного. Это двигатель, да, это двигатель семейства EcoBoost объемом 2 литра и мощностью 240 лошадиных сил. Есть еще один помощнее, объемом 3,5 литра. Здесь уже мощность 294 лошади. Чем отличается вот этот последний двигатель от других? Тем, что он на 20% экономичнее, чем свои собратья. На оба двигателя предлагается коробка передач шестиступенчатая Soft Shift, в которой низкие передачи сдвинуты для быстрого разгона, а высокие растянуты для экономии топлива. Также для тех людей, которые любят на всем экономить, есть приятная новость. Мощность компрессора кондиционера можно регулировать, что опять же позволит вам сэкономить на этой машине. Все обусловлено экономией ваших средств. Современный тренд вообще во всем мире, на всем экономим. Главная особенность таких больших автомобилей сейчас мы увидим. В отличие от передней части. Это здесь мы себе можем позволить открыть. Ура! Наконец-то у нас на тесте машина, у которой багажник открывается сам. Да. Переходим на премиальный класс. Мы здесь видим третий ряд сидений, который
При помощи небольших манипуляций можно сложить и сделать нормальный багажник. Если вы их не складываете, здесь есть глубокая ниша, куда можно положить какие-то, ну, не знаю, листы картона, наверное. Такая продольная, узкая, глубокая ниша. Машина, которая стоит 2,5 миллиона рублей, оправдывает свою цену в мелочах, и это очень приятно. Еще один момент, если вы сложите за вот эти сиденья, еще вот второй ряд сидений, То там можно объем будет- оборудовать несколько комнат, ванная, кухня, спальня. В общем, ну или можно возить жить с собой в Боинг. Going on my lacking in the twisted cap, and in the days back, climbing up the coast like that. Tangerine on ice in the back seat, P. Just do a roll it top down, ready to fly on the street. Ready to fly on the street. Вот мы и сели в эту шикарную огромную машину, включили кондиционер. Ура! С климат-контролем у нас очень хорошая Начнем с машинка. пристегивания. Да, надо пристегнуться. Пристегиваться в этом автомобиле не обязательно, потому что она, во-первых, тяжелая машина, во-вторых, система безопасности на высоте, в-третьих, тут надувные ремни в случае аварии, они как бы нежно обволакивают вашу грудную клетку и С вами не ничего травмируют не ее, произойдет. как на остальных автомобилях без этих ремней. Вообще, Но мы- благодаря массе, по-моему, этого автомобиля, угроз на дороге ему практически нет. Он, он Да, снесет все, что впереди на едет. дорожные знаки можете смотреть чисто ради интереса. Ну, давай, трогай. Поедем, да, посмотрим, что она из себя представляет на дороге. Хотя, вру, мы уже смотрели, как она себя ведет на дороге, и, по Не крайней раз мере, смотрели? Да, и смотрели не раз, и нам все очень понравилось. Машина впечатляет. Очень даже. Да, несмотря на то, что стоит она недорого, если сравнивать с другими внедорожниками, всего 2 миллиона. На официальном сайте было очень много информации про те материалы, которые использовались в салоне, и на самом деле это правда, все очень приятно, все на своем месте. Тут, Пластик тут настолько мягкий, что на нем можно спать. учтены все мелочи. Тут имеется даже подсветка салона, 6 режимов, или 7, да, 7 подсветок. цветов. 7 цветов, вы можете подстраивать подсветку под свое настроение. Из светодиода они рассыпаны по всему салону. Очень Да, то есть красиво все это везде, органично везде, смотрится. где они должны быть, и даже там, где их не должно быть, светодиодов много. Я беру назад свое утверждение о том, что это пустая трата светодиодов и денег. Я просто посмотрел, как это все выглядит. Это на самом деле очень поднимает настроение. Единственный немного непонятный для меня момент, что нет навигации, потому что это внедорожник, и она вроде как должна была быть. Зато Плюс есть ко всему, компас. сенсорное управление, опять же, во внедорожнике выглядит немного нелогичным, но тем не менее оно здесь сенсорное, и чтобы включить аварийки, вам надо точно попасть в эту Мизинцем. кнопку, да, мизинцем. Очень маленькая кнопка, и только мизинец может Плюс ко включить всему, её. когда вы ее включаете, вам надо прислушиваться, включилась ли аварийка или нет. Потому что так определить, это, по крайней мере, для меня осталось загадкой. Почему? Для того, чтобы управлять мультимедией, климат-контролем, подогрев сидений, кстати, тоже сенсорное управление, вам нужно возить с собой одного человека рядом, который Саш, не чуть будет слухом, смотреть, да? да, который Эта будет машина смотреть на панели и развивает чувство, включать. особенно шестое. Машина очень комфортная, очень удобные такие сиденья, мягкие. Нет боковой поддержки, но это все-таки внедорожник, который развивает скорость до 100 км в час за 7,7 секунд. Мы проверяли, это впечатляет. Зачем ты сказал, что мы это проверяли? Ну так, Не, на самом деле он проверял, а я просто сидел рядом и... человек, который вся- нам дал эту категорически машину на был обзор, и категорически был против того, что происходит. человек, который дал нам эту машину на обзор, я думаю, был уже подготовлен к тому, что мы будем Морально ее был проверять, да, готов к потому тому, что что- сам озвучил нам цифру в 7,7 секунд. То есть он сам нас провоцировал, получается. Да, Я хотел сказать о том, что тут, когда пытаешься открыть бардачок, мои колени мешают бардачку. Мне надо отодвинуться еще назад, но чтобы он раскрылся полностью. Но так
Я не знаю, может это плохо, может хорошо. А незачем лезть в бардачок пассажиру даже? Да, здесь везде электроника, кнопок механических вообще по минимуму. Даже если они есть, они все на руле. Здесь на руле на самом деле прям клавиатура какая-то. Что касается места в салоне, его очень и очень много. Вы можете тут Единственное, разместить вот 7 человек, 7 в месяц человек. Рамадан 8. Промеж сидений разместился очень удобно наш звукорежиссер. Можете на него посмотреть. Вот он. Он Единственное, счастлив. когда вы смотрите на эту машину, вам кажется, вот, что вы сядете на задний диван и прям, о, там будет пространства очень много. Нет, там вы удивитесь, пространства не так много, но это благодаря тому, что есть третий ряд сидений, где нужно разместить еще 2 человека. Да, нелюбимых детей можно там туда сажать. Да. Тех, кто провинился. А тех, кто провинился, можно наказывать, сажать на третий ряд сидений. Для того, чтобы привыкнуть к габаритам и чувствовать за рулем себя уверенным, вам нужно максимум 5 минут. Да, потому что к габаритам привыкаешь мгновенно, несмотря на то, что машина огромная, чувствуешь ты за рулем себя очень комфортно. Руль очень хорошо чувствуется. Обзор в машине идеальный просто. Вот единственное, заднее лобовое стекло находится у нас в Шотландии, но машина 5 метров. Кстати, насчет управления, его тоже теперь на себя взяла электронная начинка, вам не придется теперь вручную переключать дифференциалы, включать пониженную передачу. Все это делает электроника, когда вам нужно. И здесь есть 4 режима езды на разных типах дорог. Это скользкая дорога, да, снег, песок, гравий. Ну, куда бы ни заехали, здесь вы найдете режим специально для этого. Также здесь есть помощник при спуске. Очень удобная и нужная вещь, по-моему, если ты с крутого склона спускаешься, особенно зимой, машина сама притормаживает, держит определенную скорость и очень помогает. Делая грустное лицо, потому что настал тот момент, когда мы должны попрощаться с этим замечательным автомобилем. Я не буду вносить негатив. Я скажу, что машина отличная, мне она понравилась, никаких минусов я в ней не нашел. Еще я не нашел здесь навигации, может это минус, может это плюс. В любом случае, возможно, я плохо искал. А так, отличная машина, отличная цена. Плюс ко всему, несмотря на то, что перед нами внедорожник, он очень экономичный внедорожник. И я бы себе такой купил и рекомендую его вам. А я озвучу пару минусов. Машина на самом деле мне тоже очень понравилась. Хотя я, когда готовился к обзору этого автомобиля, настраивался так скептически и думал, что буду говорить только плохое. Машина меня удивила, приятно удивила, и я озвучу только 2 минуса. Это очень низкий клиренс для машины, которая сделана для бездорожья. И второй минус, он небольшой, помещается у меня в кармане, это ключ этой машины. Могли бы сделать побогаче. А теперь самый большой плюс этой машины. Я озвучил минус и озвучу самый большой плюс, это цена. Самая дорогая комплектация этой машины, всего их 3, стоит 2 миллиона 200 тысяч рублей. И при этом она конкурирует с премиальными автомобилями, такими как Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne, цена на которых начинается от 3 и выше. Вы получите все, что в них есть, за меньшие деньги, намного меньшие деньги. Самая дешевая комплектация, в которой есть практически все, что есть в этой машине, стоит 1 800 000. То есть вы сэкономите порядком больше
больше миллиона, намного даже больше миллиона, если будете брать дорогие Porsche Cayenne. С вами были автопрофаны, Адлан Гайтукаев и Ибрагим Астамиров. Всем пока.